мирный народ, мы мирный народ. Кстати, мирный народ, мы не хотим воевать. Но, однако же, если Ельцин это делает, если он это хочет с нами, мы вполне отвечаем за свой рост, за землю, за наших братьев, за полностью чеченский народ, за наших матерей. Будем сражаться до конца, до единой капли крови. Вот мое слово. Это мнение народа, полностью мнение народа, не то, что у меня. Мое мнение одно. Полный суверенитет нашей государства, и все. У меня больше нечего говорить. Я за народ. За простой народ. Мы трудимся и будем трудиться на благо нашего государства. И поддерживаем выборы президента. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Харцуныш Салило, Коза Безымыш Сава, Мох, Хал, Ди, Доза, Болченица, Лерда. Многословно Асина Чао, Асьохая, Дела, Халка, Нам пожила сонати. Аллах, амин. Мы здесь для чего собрались? Для того, чтобы свой народ защищать, и мы будем до конца его защищать. Так, ребят? Да. Нет, гвардии умереть не надо. Да. Умереть так, всем умереть. Жить так, всем жить. Мы не ущемляем никого права, ни русские, ни никого. Да. Здравия желаю, товарищ министр обороны. Идет, слышите? Все в порядке, салютует Ичкерия. У нас полная гармония уже давно. Мы уже хорошо с друг другом знакомы. Наши женщины, сестры, матеря кормят ребят. Никаких у нас между военными и народом, никаких конфликтов нет. Присягу принял, автоматные очереди, вот уже 3-й час. Мирный, салютующий. Нет, спасибо, всего доброго. Спасибо, Звят. Я чувствую, и мы все чувствуем братскую руку Грузии. Ваши прибыли вовремя, по телевидению выступили, все время рядом с нами. 1 миллион чеченцев стоит вот здесь на площади. Стрельба идет мирная. Только что говорил с министром обороны СССР Шапошником. Но мы старые приятели. Беспокоятся за свои войска, чтобы здесь них тронули. Но я скажу, комендантский час, я думаю, в Москве будет, а у нас праздник. Никакой войны здесь нету. Здесь единственное есть политическая борьба и внутри, и за пределами. Мы хотим свободную. Свободный человек только может созидать, как говорит наш президент. И мы тоже к этому присоединяемся. До недавнего времени генерал ВВС Джохар Дудаев командовал дивизией стратегической дальней авиации, дислоцированной в Тарту, и там же занимал пост начальника гарнизона. Сослуживцами характеризуется как жесткий, вспыльчивый,
резкий человек. Когда он пишет, то чернила брызжут во все стороны, а бумага позже срется. Я могу в этом плане сказать следующее. Когда я был гостем Джохара у него в дивизии, мы сидели вот так. Он, его начальник штаба дивизии, втроем. Так вот, его начальник штаба дивизии сказал дословно следующее, что более эрудированного человека, более, так сказать, лучшей кандидатуры на этот пост Тартусского гарнизона, то есть командование, он в данном случае отдавал должное командованию ВВС, что более лучшие кандидатуры, говорит, на этот пост просто не смогли бы найти. Но я считаю, что он, во-первых, очень большой такой, будем говорить, моральной, нравственной чистоты человек, очень глубоко знающий историю, что самое главное, историю своего народа. Я уж не говорю даже... Бог видит, вообще. вовремя У него шикарная библиотека. Да. Я встречался с летчиками, хорошо знавшими, и с которыми работал в Афганистане и Рудской. Я летел из Моров в Ташкент с летчиками его эскадрильи полка. И должен сказать, что имя его вызывало и смех, и аллергию. Это без преувеличения. Позер и политический авантюрист. То, что он мелет, вчера только по телевидению зачитывает. Вот постановление председателя исполкома Дудаева. Значит, законы Российской Федерации, не дочитывая конечную фразу. Да, на переходный период, поскольку нет своих законов, мы приняли постановление, в котором действуют законы Российской Федерации, чтобы какие-то законы действовали. И они ничем не плохи, в общем-то. Но не ущемляющие интересы декларации о суверенитете. Он не дочитывает последнее, значит, продолжение и вводит в заблуждение всех. И так в каждой его фразе, произнесенной человек, ложь неприкрытая. Сначала обстановка у нас отличная была, но вводом российское телевидение и выступление Рудского, вице-президента России, привело к тому, что неправдивая информация, которая поступает по телевидению, вот и создает такой ажиотаж. И с уверенностью можно сказать, что если бы в российском парламенте или Верховном Совете не было бы оплота для ГКЧП, то ГКЧП не могло бы состояться. Все правильно. Когда проклинали наших чеченцев, унижали, я потом около стариков подошел чеченцев кушать и услышал: «Бисмиллахи рахмани рахим», дай Бог, чтобы не нуждался ни мусульманский, ни христианский веры, чтобы все жили нации равномерно и хорошо, кто Бог создал. Поэтому этим симпатиям я вернулся на Кавказ к себе на родине, а то я и свою нацию уже забыл. Вы понимаете? И потом, мое желание всем чеченцам, всем, кто бы здесь бы не жил, на равноправных условиях гордо держал каждый свою обычай, по своей вероисповеданию, и не унижал друг друга, трудились для блага, для себя же, для желудка, для своей, как сказать, быту. А все это задумал старый Щельма Дунаев. Это его сценарий, это его стиль, это его методы.